В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Историческая дата. Исторический меттихдуайтаган. Вай дайша сатисин дошнуру. Не'мати дагара. Итум-Калинский муниципалитет отмечает столетний юбилей. О людях, празднествах и перспективах развития. Дух состязаний. Результаты были показаны у всех очень высокие. Состоялись межрегиональные соревнования школы безопасности. Сколько команд приняло участие и чем завершилось мероприятие? Отдых с пользой. У вас впереди очень интересные дни, занимательные лекции, практические занятия. В республиканском комплексе образования «Квант» проходит вторая смена ежегодной летней площадки. Какие дисциплины изучают ребята? В этом году Итум-Калинский муниципалитет отмечает столетний юбилей. Ее площадь около 130 тысяч гектаров. На ее территории находятся знаменитые Ушкалойские башни-близнецы, давно ставшие визитной карточкой, и одно из крупнейших по протяженности Аргунское ущелье, а также множество уникальных объектов материальной культуры. Пещерные гроты, родовые склепы, башни, замковые комплексы. Чего стоит один некрополь, мертвый город Цоапеде. Однако главное богатство любой земли – это, безусловно, люди, которые любят землю предков и каждый день своим трудом пишут ее историю. Несмотря на скромную официальную дату 100 лет, этот край прошел длинный путь. Официальной датой образования центра района селения Итум-Кали считается 1131 год. В рамках празднования столетия муниципалитета накануне прошли массовые празднества. Так, в административном центре заложили капсулу под строительство многоквартирного жилого комплекса Итон-Сити. Это 5 многоквартирных домов с общим количеством квартир 250. О большой исторической дате расскажет Лейла Муртазова. Впервые в Итум-Калинском муниципальном районе появился один из самых крупных инвестиционных проектов на данной территории – жилой комплекс Итон-Сити. Он включает в себя 5 пятиэтажных многоквартирных домов с общим количеством 250 квартир. В настоящее время на строительной площадке возведена одна застройка. Начатое строительство было в этом году, в январе месяце. Первый дом возведен. В общем количестве примерно получается 30-35 человек. Задействованы рабочие силы, и техника 6 единиц. Этот комплекс рассчитан для жителей данного района и Шатойского. Часть квартир уже выкуплены. В честь празднования столетия Итум-Калинского района на строительный объект прибыли председатель правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев, председатель Советов Алимов по СКФО Хож Ахмед Кадыров, муфтий региона Салах Хаджи Межиев, а также представители духовенства и местные жители. Исторический меттихдуайтаган. Вай дайша сатисин дошнуру. Не'мати дагара. خلق الله ديكنك ميلو قالش بيغمر عليه الصلاة والسلام دوت سهلة خير الناس من أنفع الناس خلق الله ديكنك خلق أن بيدي ورق وقال ميل بيدي وقال ثان وين رمضان عجي شيء تيش مي جوانس تيش مي ناقص ثان وي داخل إرسي ديوش مش ملو يشهم درجي دعوتين وقر تولي يرشوش بتجش كح بلش بجذات سنة تولي Далее собравшиеся совершили дуа во главе с муфтием. После написав послание, Хож Ахмед Кадыров и Муслим Хучиев приняли участие в закладке капсул под вторую застройку. Большое содействие в строительстве жилого комплекса оказал глава региона Рамзан Кадыров. Одним из преимуществ Итон-Сити станет то, что в будущем рядом с ним построят школу для 240 детей, а также благоустроят всю прилегающую территорию. Отметим, что инвестиционный проект включен в программу социально-экономическое развитие горных территорий Чеченской Республики и планируется завершить его к 2025 году. Лейла Муртазова, Саталиан Пукаев, Вести, Чеченская Республика.
Двухэтажное здание с 4 аудиториями, каждая из которых рассчитана на 20 обучающихся. В рамках празднования юбилея Итумкалинского района состоялось торжественное открытие медресе, которое названо именем Аль-Султана Хаджи Махаева. В учреждении имеется молельная комната, есть и места для омовения. Адам Магомедов расскажет, кто профинансировал возведение религиозного объекта. С чтения суры началось открытие медресе имени Аль-Султана Хаджи Махаева в селении Итумкали. На него собрались религиозные деятели, официальные лица, местные жители и ученики. Первым встрече для них выступил председатель Совета алимов Республик СКФО Хожахмед Хаджи Кадыров, который отметил важность открытия религиозных объектов. البديهية نقدار المنسبية سيرلويات المنسبية بيركتات. На данный момент в регионе функционирует 1400 мечетей и строится еще 81. Также есть около 400 медресе, в которых учатся 36 тысяч человек. Построены и школы хафизов. Почти 2000 их учеников знают Коран наизусть, говорит муфти субъекта Салах Хаджи Межиев. Да, таган ваймах, и босайн бош бол кирьятам, Ахмад Хадждал Газот Кобол Дольсон и Баандольш, Содел Дуадин Хилдоштол нет Баандольш. Хастан Бохвай, Кирьят Михилович, Аллах да Аллах. Сделав дуа, собравшиеся официально открыли медресе и совершили обход внутри здания, оценив все его преимущества. Али-Султан Хаджи Махаев, в честь которого названо медресе, является религиозным деятелем, которого знают все жители села и не только. Он дважды пешком совершил поход в Мекку и проповедовал ислам на территории Чеченской Республики. وباش طبعا متعلم يشتغل صعب متعلم خير قرآن عام خير دهون دوق دزل. В медресе имени Али-Султана Хаджи Махаева 2 этажа отдельно для мальчиков и девочек. Всего 4 класса на 100 мест в каждом кабинете. Все, как вы видите, полностью оборудовано. Столы, стулья, доски. И, конечно же, подведены необходимые коммуникации. Медресе было построено за счет средств регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, и приурочено к 100-летнему юбилею Итумкалинского района. Адам Магомедов, Мовсар Хаджиев, Сайцель Мампукаев, Вести, Чеченская Республика. Одним из главных особенностей празднества стали национальные спортивные игры по 7 дисциплинам. Список состязаний включает в себя лазание на бревно, поднятие тяжести, бег с камнем, метание бараньей ноги, прыжки в длину и перетягивание каната. Все игры выдались красочными и зрелищными, благоволила и хорошая погода. Кто в азартной борьбе стал лучшим, расскажет Медина Мударова. Высокогорный Тумкалинский район с каждым годом становится центром притяжения туристов и не только России. В этот день здесь особенно красиво и многолюдно. С самого утра на площади проходят праздничные мероприятия. Как и на любом чеченском празднике, не обходится без национальных танцев. Развернулись и спортивные состязания по национальным видам спорта. Всего 7 дисциплин: лазание на бревно, поднятие тяжести, бег с камнем, метание бараньей ноги, прыжки в длину и перетягивание каната. Муслиму Мударову 16 лет. Стрельбой из лука занимается 2,5 года. В этот спорт его привело желание, которое шло с детства. Особенно оно росло после просмотров фильмов, где главные герои стреляли из лука. К соревнованиям подготовился основательно. Я занимаюсь этим видом спорта, потому что это просто непередаваемые эмоции. Каждое соревнование, турнир – это что-то особенное. Даже здесь это царит своя атмосфера. Сегодня как раз у нас турнир, попытаемся выиграть. Еще один вид спорта, который привлек много внимания, а именно из-за своего названия – метание бараньей ноги. Конечно же, конечность животного заменили на муляж весом 8 килограмм. Увесистый снаряд пробовали запускать многие. Победители спортивных соревнований ждали дипломы и ценные призы. Наградил участников министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иса Ибрагимов. Принять участие мог любой желающий. Праздник посетили не только местные жители, но и гости региона, которые остались под впечатлением. В этот день они узнали много нового о чеченцах и республике. Первое, что важно видеть, как у вас это все происходит. Для того, чтобы мы обменивались опытом.
Мы главы, и у нас у всех одна задача – обеспечение жизнедеятельности населения. Мне приятно видеть, что есть традиции, что они соблюдаются. И я смотрю, как приятно все общаются, много спортивных мероприятий, много традиционной кухни. Нам действительно приятно, что нас пригласили, и мы, конечно, в свою очередь это сделаем тоже. Нас принимают здесь очень достойно, замечательно, спокойно, вежливо. Ну и что поразило, очень чисто. Везде очень чисто, и поэтому мероприятие проходит, на ура. Очень замечательные все спортивные мероприятия, которые нам очень понравились. Национальный танц, лезгинка, это, конечно, можно смотреть часами. Посмотрел природа, людей, отзывчивые все, гостеприимный народ. Прошли и религиозные мероприятия «Мавлид», «Зикр» и «Садака». Большое количество гостей собралось на еще одной интересной точке – это палатки с национальной кухней. Каждое сельское поселение Итумкалинского района представили разнообразные чеченские блюда. Мне легче сказать, что там нету, потому что там очень много чего есть. Эплк, что хингал, что ажижик, что кахкинжик, что плов, что... Вот и настал долгожданный момент открытия мероприятия. На официальную часть прибыли почетные гости. В своем выступлении председатель правительства Чеченской Республики Муслим Кучиев отметил, что Итумкалинский район постоянно развивается. В нем есть все благоприятные условия для отдыха и туризма. Все благодаря главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Отрадно, что к своему юбилею Итумкалинский район встал на рельсы устойчивого социально-экономического развития. Этого было бы невозможно добиться без усилий, поддержки и внимания главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Еще совсем недавно мало кто мог подумать, представить себе, что в этих краях устроятся лучших курортов на Северном Кавказе ведущие. Будут впервые газифицированы населенные пункты, проведен газ, проведено электричество, построены прекрасные дороги и мосты, и работы в этом направлении еще продолжаются. Руководитель администрации Итумкалинского района Хоза Бурсагов передал в руки председателя правительства региона Муслима Кучиева подарки от жителей для главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, жеребца и кинжал. Затем Муслим Кучиев наградил главу Итумкалинского района Хозу Бурсагова медалью «100 лет образования Чеченской Республики», а также жители района. Муфти и председатель Духовного управления мусульман региона Салах Хаджи Межиев также подчеркнул вклад главы региона не только в развитие района, но и всей республики. يوي ديكنا خيجا يوي ولا قيرشولش نعبا شيء مخاب بقي علم نعبو وما خابكنا صار اقوى ما قعدولش دولش حولي حوس عيسن ويباشا رمزا الحجنا خادم القرآن قرآن غلق شو وقع زتل نقصه قرآن غلق شو وقع تندر ويدال خاصة ببيز إيش باشا وين ولن خاصة ببيز. Итумкалинский район встретил и гостей из соседнего государства, которые тепло отозвались о нашем регионе. Чеченская Республика и Грузия имеют богатую историю взаимоотношений не только в силу своего географического положения, но и благодаря схожим ценностям. И развивается, и восстанавливается отношения с грузинской стороной. Мы связаны с вами кровью. То есть мы братья, кровные братья. Это много значит. Это значит, что мы едины. Нас разделяет всего лишь эти горы. Нет, наоборот, не разделяет, а объединяет нас. Из нашей стороны течет из Татвижуары по-грузински река Аргуни. Река, которая сохраняет вашу историю и нашу историю. А жизнь на этом земле сохранить идентичность, автентичность этого величайшего народа, это значит сохранить историю. В Итумкалинском районе уже реализуется множество проектов. Это даст новый импульс развитию социальной сферы и экономики района. Повысится инвестиционная и туристическая привлекательность. На сегодняшний день для нашего муниципалитета Итумкалинского района привлеченных инвестиций, за исключением
ведущий более 7,5 миллиардов рублей. Это благо, опять-таки, зависит от нашего главы Чеченской Республики. Это то, что он является гарантом Конституции, то, что он сумел создать прозрачную обстановку и благоприятные условия для инвесторов. Ежегодно у нас увеличивается поток туризма. Все условия главы Чеченской Республики у нас создаются как в развитии туризма, так и в развитии спорта в горной части района. Министерство культуры региона подготовило замечательную праздничную программу. Патриотические песни чеченских артистов лучше всего вписываются в красивую и мирную атмосферу, а погодные условия и моросящий дождь только дополняют ее. Столетие Тумкалинского района. Этот день навсегда войдет в историю Чеченской Республики. Медина Мутарова, Сайдамин Мусаев, Ислам Ибрагимов, Магомед Сулейманов, Ахмед Хизреев. Вести, Чеченская Республика. В честь юбилея состоялся и автопробег по живописным и историческим местам. Более 20 внедорожников стартовали от селения Рошничу. Их путь лежал через каменную арку, что находится в Галанчожском районе, а также исторического аула Никорой, известного хорошо сохранившимися башнями. Автомобилисты проехали также знаменитое озеро Галанчож. Конечной точкой стал и Тумкалинский муниципалитет. К другим событиям. Проблема глобального потепления общемировая. Парижские соглашения по климату, которые одобрили порядка 200 стран, стали еще одним шагом на пути к снижению выбросов углекислого газа в атмосферу. Для решения данной проблемы предпринимаются разного рода решения. Получению вторичного сырья из твердых бытовых отходов на полимерной основе – одна из них. Разработчикам оборудования, которое позволяет это сделать, Юсуп Тарамов. Мадина Кураева ознакомилась с его работой. Уникальная установка по получению вторичного сырья из твердых бытовых отходов на полимерной основе. Оборудование заняло 5-е место в международном форуме студентов и молодых ученых, проходившем в Санкт-Петербурге, а в России 1-е. Без вреда экологической среде – главная цель Юсупа Тарамова. Именно это послужило созданию данной конструкции. Собрала у нее за 2 недели. Проект получил несколько призовых мест в различных конкурсах. Толчком для нас послужил факел горения газа на 4-м цехе на участке Белготой, ЦДНГ-4. Вот и решили, какой вред он наносит окружающей среде. И оттуда у нас пошло-поехало все это. И в конце концов мы решили свой уклон научной деятельности делать на экологическую составляющую всех этих исследований. Но это не единственное достижение молодого человека. Он создает уникальные проекты с раннего детства. Еще со школьной скамьи увлекался изобретательной деятельностью. С отличием окончил ГГНТУ по направлению технологическое машинное оборудование, после чего с отличием защитил магистерскую диссертацию в Москве. В ней он написал идею, которую разрабатывал несколько лет. Конвейер – это транспортирующее устройство. В основном оно используется в горнодобывающей промышленности. То есть это лента, привод и барабаны. Я и предложил, что у меня есть такая разработка, связанная с маховиком. Я этот маховик применил на конвейере. То есть привод конвейера я сочетал с этим маховиком. Я выбрал небольшую конструкцию до 300 метров. То есть для транспортировки крупнокусковой горной массы. В разработке проекта помог инвестиционный строительный парк «Казбек». Здесь Юсупу показали производственный процесс, где он смог детально изучить конвейер. Сейчас мы находимся на карьере, где работают 9 конвейеров. За час здесь получается обработать 250 тонн, 4 фракции известняка. Далее готовое сырье отправляется на завод по производству строительной извести. На сегодняшний день предприятие в стране не имеет аналогов. Всего здесь 4 завода. Производятся газобетонные и фиброцементные изделия, известняк, сухие строительные смеси. Работа ведется в 4 смены, то есть функционирует круглые сутки. Строительство такого масштабного технопарка позволило создать 520 рабочих мест. Также здесь есть возможность студентам пройти практику и даже трудоустроиться. То, что молодые люди нашей республики занимаются научной деятельностью, внедрением новых технологий, новых вещей, оборудования, это плюс для нас всех, не только для этого молодого человека. Мы к таким людям относимся очень лояльно, пытаемся им помогать, содействовать всем, чем мы можем.
История создания технопарка берет свое начало еще с 2010 года. Первый же камень под строительство был заложен Рамзаном Кадыровым в 2013. Каждый этап создания контролировал лично руководитель субъекта. Предприятие впечатляет показателями производства, как и весь промышленный сектор региона. Мадина Кураева, Аслан Ахматов, Сайдамин Даутмирзаев, Вести, Чеченская Республика. Маршрут выживания, полосы и препятствия, комбинированная пожарная эстафета – это немногие дисциплины, которые прошли команды со всего СКФО. 170 участников выполняли различные испытания на ловкость, выносливость и знание пожарно-спасательного дела. В Шатойском муниципалитете завершились межрегиональные соревнования «Школа безопасности». Об итогах расскажет Турпалали Тайсумов. Межрегиональные соревнования «Школа безопасности» среди учащихся образовательных учреждений собрали в станице Шилковская 12 команд, 5 из младшей группы и 7 из старшей. Все они представляют регионы Северо-Кавказского федерального округа. Цель – это закрепление навыков поведения в чрезвычайных ситуациях. Ребята прошли через интересные и сложные испытания на ловкость и силу. Всего же было проведено 5 соревновательных дисциплин. В день завершения членами жюри были распределены призовые места. Перед большой церемонией состоялась музыкальная часть. Для хорошего настроения здесь также исполняются национальные песни и танцы. А поскольку все участники с Кавказа, то концертная программа еще и объединяет. Далее судьи дали старт вручению наград. Всем участникам грамоты. Ну а победителей и призеров ждали индивидуальные призы. В командной оценке среди младшей группы лучшим стал коллектив из Чеченской Республики. Асланбек Шамаев гордится, что им удалось одержать успех, находясь дома. Остались хорошие впечатления. Мы много готовились, и победа, я думаю, заслужена. В одной из дисциплин призовые места занял коллектив из Республики Ингушетия. Ребятам также понравилось. По их словам, принять участие уже было победой. Утром поднимались, шли на тренировку, проходили еще раз, ходили на тренировку. Так. Это соревнование очень важное в жизни. Можно пригодиться в любой момент. Интересно то, что команды, принимающие участие, стали победителями региональных этапов. И отбор на СКФО был очень масштабным. Судейской коллегии было местами и сложно распределять призовые места, так как результаты были показаны у всех очень высокие. Команды готовились очень хорошо. И от каждого субъекта приехали на соревнования команды победители региональных соревнований. Соответственно, цели на сегодняшний день межрегиональных соревнований достигнуты. Медалей также были удостоены ребята из Ставропольского края и Карачаево-Черкесии, а также Дагестана, Северной Осетии, Алании, Кабардино-Балкарии. В будущем у них будет возможность проявить себя уже на всероссийских соревнованиях. Турпалали Тайсумов, Лёма Мандеев и Руслан Магомадов. Вести. Чеченская Республика. В рамках всероссийского проекта «Каникулы с Росгвардией» представители территориального управления познакомили детей из оздоровительного лагеря «Светлячок» со службой росгвардейцев. Гости в погонах рассказали об истории, структуре и задачах, которые выполняют военнослужащие. Ребятам также провели викторины и мастер-классы. Мадина Уцалчиева с подробностями. Каникулы с Росгвардией у детей из детского оздоровительного лагеря «Светлячок» начались с мастер-класса от кинологов ОМОНа Ахмат-1. Острый нюх, крепкая психика, смелость и выносливость — такими качествами должны обладать четвероногие защитники. Были продемонстрированы специальные команды, то, как проходит задержание злоумышленника и нахождение опасных веществ. Молодцы, собака села, вот этот ящик, в котором она находится. Каникулы с Росгвардией — всероссийская акция, и управление Росгвардии ее охотно поддержало. Проект направлен на патриотическое воспитание молодежи и детей, популяризацию активного образа жизни и спорта. В Чеченской Республике он проходит уже в 6-й раз. Далее состоялась викторина. Участникам задали вопросы, связанные с историей Чеченской Республики и войсками правопорядка. Ребята показали отличную эрудицию, победителям вручили сладкие подарки. Сегодняшний день, в то время, когда вся наша страна принимает участие в ходе специальной военной операции, наши дети – это наше будущее, тем, которым это нужно, они должны понимать и видеть реальную картину происходящего. После представители ОМОН Ахмат Грозный развернули выставку вооружения спецназа войск Национальной гвардии. Дети с большим интересом общались с росгвардейцами и поблагодарили за проведенные мероприятия. Гайтен пулемёт, тапчный снайпер, гайт хасхат. Те бахч охас, он халду, те
Хасхайтар представление В завершении события малышей угостили мороженым от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Мадина Толчиева, Моусар Хаджиев, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. В республиканском комплексе общего и дополнительного образования стартовала вторая летняя смена. Ребят ожидает насыщенная образовательная программа, получения разных навыков и обретения новых друзей. Что включает в себя образовательная и досуговая части проекта, расскажет Наталья Депутатова. Вторая смена в республиканском комплексе общего и дополнительного образования «Квант» примет около 250 обучающихся от 7 до 18 лет. Уроки будут проходить по самым разным предметам и специальностям. Кто-то пришел сюда впервые, для других это совершенно новый опыт. Торжественное открытие второй летней смены ежегодной площадки посетил заместитель министра образования и науки региона Ахмат Усманов. Он выразил уверенность, что полученные здесь знания пойдут на пользу каждому ученику. Вы получите тот необходимый для вас и ожидаемый багаж знаний, умений, навыков, которые будут наши с вами педагоги, учителя усердно передавать вам. У вас впереди очень интересные дни, занимательные лекции, практические занятия, различного рода участие в различного рода проектах. Попасть сюда можно по направлению из школы. Учителя сами выбирают одаренных детей и предлагают им пройти обучение по выбранной специальности, что поможет в дальнейшем и с выбором профессии, и со сдачей экзаменов в выбранный вуз. Органы исполнительной власти в сфере образования и также органы исполнительной власти региона максимально увидели, значит, ту необходимость, которую мы имеем именно в таких площадках, отдельных своих площадках. Нам передали вот это большое здание. Дополнительное образование, она круглый год работает практически, только лишь каникулярный период, именно новогодних праздников, только лишь мы отдыхаем, а остальном всегда мы именно работаем и постоянно находимся среди наших детей и максимально стараемся, значит, выполнять те запросы, которые есть у наших детей именно в сфере образования, именно закрепления тех знаний, которые они получают в общем образовании. Первый день второй смены начался с приветствия, а также с общения в неформальной обстановке с новыми учениками для того, чтобы поскорее сократить расстояние и ускорить знакомство. У ребят спрашивают, какое направление им больше всего нравится, и уже исходя из этого определяют основную программу обучения. У нас учеба длится 4 недели, по 5 дней каждой неделе. И вот первые 3 недели вы будете непосредственно готовиться к тому, чтобы самостоятельно создавать проекты. Мухаммаду Али Шамсудинову 10 лет. В этом году он пойдет в 5 класс. Занимается в профильном центре уже год. За это время успел изучить для себя много нового в сфере программирования. Увлекается этим несколько лет, умеет программировать и собирать лего-роботов. Несмотря на юный возраст, у молодого человека сформировался план на будущее. Он хочет создать дрона, очищающего морскую гладь от мусора. Я был уже в Аэроквантум, уже все, я изучил многое, что я хочу наконец-то создать этого дрона поскорее. И если мы получим этого дрона, мы будет море все. В летнее время ребята обучаются с 9:30 до 12:30 в различных классах. Здесь IT-технологии, обучение программированию, художественный класс, где ребятам преподают основы разных техник рисования. Есть и шахматный клуб, где обучают древнейшей игре с самых азов. Во-первых, развивает интеллект, фантазию, усидчивость вырабатывается, дисциплинированность появляется, система рассуждений вырабатывается у ребенка. Большой популярностью пользуется у подрастающего поколения изучение арабского языка. Преподаватель также преподносит свой предмет в легкой запоминающейся форме. Ведь арабская орфография, да и сам язык разительно отличаются от изучаемых в школах чеченского, русского и других. Как для взрослого, так и для маленького, прежде всего, это новый язык. И если ты с самого начала где-то в шутку, где-то в сравнении с русским языком. Вы видите, вот какие-то сравнения с русским языком. Это обязательно, когда ребенок раскладывает в уме. Так, в русском такое есть, и у него быстро к этому сознание приходит, что вот это вот так надо запомнить. Эти аналоги, они необходимы. Также я прибегаю к аналогам чеченского языка, там наши звуки. Им же привычно, и вот я объясняю, как надо в арабском языке различать тот или другой звук, хотя иностранцы это не могут первоначально делать. Таким образом, привожу примеры. Ш и щ. То же самое, как, например, сод и син.
и так далее. Ну, если когда им говоришь, что это язык Корана, конечно, они уже более заинтересованы бывают. А когда я рассказываю, насколько он прекрасный, этот арабский язык, нет, не только звучание, это уже всеми, наслышанный Коран все знают, что он прекрасный. Но когда ты рассказываешь вообще об объеме арабского языка, его красоте, то они уже больше бывают заинтересованы, мне кажется. В целом, за 21 день ребятам предстоит узнать много нового. Они смогут научиться создавать собственные веб-сайты, получат навыки по конструированию роботов, изучат основы компьютерной графики, а также попробуют себя в роли шахматиста, художника, вокалиста или портного. Всего 20 направлений, по каждому из которых отдельный педагог. Наталья Депутатова, Аслан Ахматов, Саид Селим Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.